5, 4, 3, 2, 1. Держим руки. Вот у нас юные ласточки. А вот работает все. Отлично. Правильный ответ на вопрос номер 6. Это были жены известного киногероя из кинофильма. У меня немножко клинит. Какое же? «Белое солнце пустыни». Правильный ответ это Абдулла, черного Абдуллы и Кахи Кавсадзе, собственно, артиста, который сыграл. Я думаю, ответов Каха Кавсадзе не очень много. Вопрос номер 7. Вопрос номер 7. Вопрос номер 7 у нас по сдаче. Так, поднимите руку, у кого еще нет. Вот дальний ряд. Вот. Да. Итак, вопрос номер 7. Подпись к этой юмористической картинке сообщает нам, что это происходит на границе этих государств. Назовите оба государства. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Итак, правильный ответ на этот вопрос являются названия стран Россия и Китай. На китайской границе, которая идет по Амуру, как раз такая парадоксальная ситуация. С нашей стороны там очень мало густонаселенная, а с китайской, наоборот, очень высокая плотность населения. У меня вот есть смелое предположение, что слева плавает Путин, но не знаю, это ничем не подтверждено. Вопрос номер 8. В 1953 году, после ареста Лаврентия Берии, одна из статей большой советской энциклопедии, посвященная географическому объекту площадью более 2 миллионов километров, увеличилась в несколько раз. Назовите этот географический объект. Время.
Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Так. Какие у нас есть географические объекты? У нас разные географические объекты. Правильным ответом на вопрос номер 8 является ответ Беринговое море. К моменту ареста маршала Берии Большая советская энциклопедия на букву «Б» уже вышла в свет. Соответственно, в библиотеки и прочие места поступило указание изъять эту статью, а чтобы сохранить нумерацию страниц, ее заменили соответствующим объемом статьи про Беринговое море, и еще там появилась статья про философа Беркли Джорджа. Вот такие были реалии в то время. Итак. Нет, просто пролив не засчитываем. Нет, Берингов пролив, по-моему, да, у него 2 миллиона километров площадь, поэтому... В общем, у вас будет возможность апеллировать, так что подумаем. Итак, кстати, хорошая новость, у нас уже все команды дали хотя бы по одному правильному ответу, то есть не зря пришли, будет что вспомнить. Вопрос номер 9. По мнению языковеда Шишкова, это слово, имеющее сходное звучание во всех европейских языках, пришло туда из славянского. Правда, с заменой одной буквы, которой не было ни у греков, ни у латинцев. Изначально же в славянском оно образовалось от словосочетания «ничего не видно», «нет глаз». Внимание, вопрос. Какое же это слово? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Так, все
Совсем подошли, все сдали. Итак, правильный ответ на вопрос номер 9 – это слово «ночь». Оно образовалось от сокращения словосочетания «не очень», то есть «не очень» ничего не видно. Ну а «че» заменилось на букву «х», потому что нет в латыни. Итак, вопрос номер 10. Итак, шутка. Американские дети, приглашенные на этот праздник, посидели от страха, когда погас свет, и русские дети начали вызывать угрюмого мертвеца. Мы не спрашиваем, кого на самом деле звали русские дети. Назовите праздник. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Все сдали. Правильный ответ на вопрос номер 10 – это Новый год. Елка будет тоже зачетом, но иногда так называют. Звали Деда Мороза, американские дети услышали Дед Мороз. Так, ну, с английским у меня тоже не очень, да? Вопрос номер 11. Как упоминал композитор Григорий Гладков, мультфильм имел первоначальное рабочее название «Елки-палки, лес густой», а главным героем в нем был дворник. Потом визуальную концепцию главного персонажа пришлось доработать, впрочем, как и название. Но главный герой так и остался глуповатым, хитрым, ленивым и косноязычным. Внимание, вопрос. А какова его главная цель в мультфильме? Время. Осталось 10 секунд. Не осталось 10 секунд. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Но команда успела поднять руку, заберите у них. Так.
правильный ответ на этот вопрос. Главной целью этого мужика с присказкой «маловато будет» была принести из леса елку. Мужик за елкой пошел. Это мультфильм «Пожалуй, прошлогодний снег». Вопрос номер 12 у нас с раздачей. Уважаемые ласточки, очень быстро, по одной, вот это, да. И в разные концы, пожалуйста, улетите, чтобы всем... А давайте, пока вам раздают, я вас немножко поразвлекаю рассказом о том, что будет в перерыве. В перерыве вам огласят ваш результат после 12 вопросов. Вы, если вы удовлетворены этими результатами, в смысле они совпадают с тем, что есть у вас на бланках сверки, а всем донесли, поэтому я вам расскажу, нет, не всем, не всем. Ну, то есть я вам расскажу после, что будет в перерыве. Вопрос номер 12, раздача. В одном из высказываний это просто искусство отдыхать заранее. А на предложенном вам рисунке это забор. Назовите это словом из 4 букв. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Все, кто хотели и могли, сдали ответы. А правильный ответ я вам буду пока вас буду мучить, потому что жюри должно обработать результаты. Так вот, я вернусь к своему рассказу. Да. Вернусь к своему рассказу о том, что вы можете делать в перерыве. Итак, если ваш результат совпал с тем, что огласило игровое жюри, и вы не хотите оспорить ни один из ответов, вы можете спокойно в перерыве пойти в наш буфет, сходить еще куда-нибудь, прогуляться, пообщаться, немножко размяться. Если вы полны негодованием по поводу незачета какого-то вашего ответа, или считаете, что какой-то вопрос вообще не имеет под собой достоверной фактической основы, то есть в нем есть такие сведения, которые помешали взять вам этот вопрос, вы можете написать апелляцию. Апелляции бывают на двух видах. На снятие вопроса, это если вам кажется, что вы можете доказать, что он некорректен фактически, причем эти ошибки помешали вам взять, либо на зачет своего ответа как дуального. То есть, допустим, вы написали Пушкина, правильный ответ Лермонтов, а вопрос был, кто убит, погиб на дуэли в 19 веке. Это действительно дуальный ответ, за это можно апеллировать. Вот. Во избежание потока совершенно непонятных и немыслимых апелляций есть такая штука, как залог. Залог на апелляцию по зачету стоит 100 рублей, на апелляцию по снятию 200. Эти замечательные купюры передаются вместе с бланком апелляции заполненным, бланки можно будет взять в жюри, и
Значит, если ваша апелляция отклонена, значит вы материально поддержали ведущих. Если апелляция принята, то ответ засчитывается, причем он засчитывается всем командам, давшим аналогичный ответ. А если апелляция, если она отклонена, то денег вы назад не получите. Апелляционное жюри у нас очень уважаемое, состоит оно из организаторов. А мы правильно готовы, да? А правильным ответом на вопрос номер 12 является слово из 4 букв, но отнюдь не СССР, как некая команда написала, а слово «лень». Именно лень отделяет человека, по мысли авторов картинки, от светлой, красивой жизни. Итак, сейчас будут оглашены результаты после 12 туров. Вопросов, конечно. Уважаемая команда, после 12 предварительный итог, если у кого-то что-то не совпадает, один человек от команды с бланком сверху подходит, мы решаем все наши проблемы. Значит, да, прежде чем буду озвучивать результаты, хотелось бы сразу оговориться, что касается Березового пролива, пока игровое жюри его не зачитывало. В вопросе есть достаточно четкая отсечка в виде площади, и нетрудно посчитать 2 миллиона квадратных километров, 2000 на 1000 как минимум. Если есть желание, можете попробовать его проапеллировать. Далее. По 4 у команд «Мысли вслух» и «Дозор Shadow Knight». По 6 команды «Крабику», сборная Воткинской Сарапула 35-51 и «Жавта», «Друзья 2», «Знатоки Белкама», команда молодежного парламента Воткинска, «Пенсионеры», «Солянка», «БЛ-12». По 7 команды «Воришки меда», «Сатисфакция», «Б-регион», «Прости, прощай», «Огонь», «ТНТ Новый регион», «Найди», «Б-регион 2», команда Александра Уткина, «ОЛМН», «Натус Винцера», «Дозор НО». И все. По 8 правильных ответов у команд «Журфакт», «Блинком», «Техновек», «Друзья» Анна Перевозчикова, «Алгоритм Бенфлойда», «Параллелепипед», в первый раз «Эврика», «Яупрты». По 9 команд «Купание красного полусладкого», «Дюна», «НПО Компьютер», «Затак», «Мимо», «Проходили», «Тревожные мысли», «Крылья», «Вектор», «Ростелеком Удмуртия», «Тим», «Островок», «Свободная касса». По 10 правильных ответов у команд 6 класс, Мачу Пикчу, Пиком, 60 секунд, Лыбаки и Лыбки и Тут помолчи. Лидируют с 11 правильными ответами команды Хабанус Папа, капитан Дмитрий Стрелков, и команда Под Крылов, капитан Анна Бельчикова. Если есть место в кофте, один человек от команды со сверху подходит к нам, мы решаем все наши проблемы. Уважаемые команды, в перерыве вам на стол ласточки принесут небольшие анкеты на ваше усмотрение. Если вы решите заполнить, нам будет очень приятно и полезно. Если вы решите заполнить и подписать свой план, вы примете участие в небольшой лотерее среди ответивших. Да, и хочу отметить еще. Значит, для тех, кто хочет подать апелляцию, у нас есть ноутбук с интернетом. Если вам нужно уточнить какой-то факт, чтобы аргументировать свой ответ, подходите ко мне, я вас посажу за технику. Запрет на пользование интернетом в перерыве не действует. Переписывайтесь, звоните, уточняйте, делайте все, что надо. Перерыв у нас примерно 10 минут, мы немножко из графика выходим, все хотят успеть на тотальный диктант, как я понимаю.
Опять.
Через минуту вас ждет выступление председателя апелляционного жюри с его неотразимыми доводами в пользу своих решений. А потом у вас очередное эмоциональное потрясение, и мы продолжим. Уважаемые участники, принципиальных изменений в результатах у нас не произошло. По-прежнему лидируют две команды с 11 правильными ответами. Что касается апелляции, ну как совмещающий свою работу еще и с постом председателя апелляционного жюри, оглашу их результаты. В апелляционное жюри поступило 4 апелляции. 2 апелляции на зачет ответа Сухов на вопрос номер 6, чьими женами были у нас жены Абдулы. С мотивировкой: после освобождения жены Абдулы Суховым они назвались его женами. Команда проникла в логику вопроса, чьи это были жены. Абдулла первый муж, и по фильму жены признавали своим мужем Сухова, и большую часть фильма они находились в статусе жен Сухова. Он назвал любимой женой. Апелляционное жюри, как минимум 2 голосами с правом решающего голоса, отклонило эти апелляции, несмотря на то, что эти женщины, некоторые из них, по крайней мере, возможно, и считали себя женами Сухова, по факту его женами они не были. Более того, Сухов сдал их на попечение, уехал к своей любезной Екатерине Матвеевне. Посему, ну, в общем-то, мы решили, что тоже можем назвать себя чьим угодно мужем или женой, но по факту мужем или женой это нас не делает. Апелляция отклонена, спасибо. Не корысти ради, но только волею апелляционного жюри отклонена и апелляция на зачет ответа больной на вопрос про клавиатуру, которая предназначалась для врачей. Опять-таки 2 голосами с присутствием решающего голоса эта апелляция отклонена. Апелляционное жюри сочло, что для больных совершенно нет никакой необходимости с клавиатурой на врачебном языке. Ну, соответственно, апелляция отклонена. Ну и, наконец, апелляция на зачет ответа виза на вопрос номер 12 с очень длинной мотивировкой, которая сводится к тому, что виза непосредственно связана с отдыхом. Более того, получение визы – это преодоление забора из бюрократических препон, и человек получает моральное удовлетворение и получает. Чрезвычайно завидуем тем людям, которым удалось отдохнуть, получая какую-нибудь визу куда-нибудь. К сожалению, ни по мотивировочной части, ни по фактической части, так как на данном рисунке автор имел в виду именно лень, по факту мы не можем признать этот ответ правильным. Таким образом, все 4 поступивших в апелляционное жюри апелляции были отклонены, результаты остались неизменными. Спасибо. Да, лучшая апелляция всех времен и народов была подана на одном из школьных чемпионатов Ижевска. Она гласила: просим зачесть наш ответ как правильный, потому что в вопросе не содержится намеков на правильный ответ. Вот, не пользуйтесь этим способом. Также хочу сообщить, что
идея о том, чтобы принимать ответы, сданные на тысячной купюре, как правильные в любом случае, также не принята. Посмотрим, как будет в будущем. Ну а теперь традиционное эмоциональное потрясение. Елена Белова. Слушая живой, прекрасный опытный голос, начинаешь понимать, что, может быть, это не такая уж и выдумка из фильмов, когда от вибрации лопаются стаканы и так далее. По крайней мере, сертификат у нас упал один. Итак, переходим ко второй части нашей игры. Вопрос номер 13. На одном из Курильских островов, Кунашире, можно посетить остатки японского склада левых сапог. Это связано с тем, что в японской армии правые и левые сапоги хранились раздельно. Внимание, вопрос. А с чем боролись таким образом японцы? Время.
Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, вот еще 2, 1. Все. Так, все, да, у кого были выкинуты руки, все вперед. Так, все. Правильный ответ на вопрос номер 13. Таким образом, в японской армии боролись с воровством. Кстати, надо сказать, что склада правых сапог на нашиве так и не нашли. Может быть, он на соседнем острове для гарантии, не знаю. Вопрос номер 14. Внимание, послушайте, пожалуйста, внимательно музыкальный фрагмент. И над рисовым полем летит самолет. Летит самолет над водой и над рисовым полем. Над темной водой. Итак, эта песня посвящена девочке Садако Сасаки. Впрочем, ей посвящены многие песни. А вот известная советская песня, появившаяся в 1968 году, хоть и не посвящена ей, но родилась после посещения поэтом памятника Садако Сасаки. Что это за песня? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем, сдаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Вы вот тут вот выкинуты в руке соберут у вас. Так, еще дальше. Вот, Настя, забери, да, пожалуйста. Ага. Итак, правильный ответ у нас прозвучит сейчас. Ну, я думаю, вы узнали по мелодии, это известная песня «Журавли» на слова Расула Гамзата. Она посвящена павшим солдатам, но вот историческим фактом является именно то, что он написал ее после посещения мемориала, посвященного этой девушке, умиравшей от лучевой болезни, делавшей журавликов в надежде, что она сможет продолжить жить. Вопрос номер 15 с раздачей у нас.
Но опять же, у кого пока нет, ничего страшного. Во-первых, вам дадут больше раздачи остальным, во-вторых, по раздаче чисто без вопроса она тоже не берется. Итак, у всех есть. Вопрос номер 15. На картинке изображено, как ни странно, одно дерево. Сначала у него вырастает один ствол, с ветвей которого свисают ростки к земле. Большинство из них засыхает, но те, которым удается достичь земли, пускают корни и становятся крепкими стволами. И вот уже у дерева 2 ствола, потом 3, 4 и так до бесконечности. Назовите страну, в которой это дерево обожествили и сделали национальным символом. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Кто подняли, у кого? Мы вас видим, не бойтесь. Вот там дальше они успели поднять, пожалуйста. Вот. Да. Отлично. Итак, ну я прочту сначала комментарий. Это дерево называется баньян. Он многорук и многоног, подобно индийским богам, но, соответственно, в Индии он является национальным символом и обожествлен. Вопрос номер 16. Внимание, шутка. Полные стриптизерши иногда пускаются в крайности. Какое идиоматическое выражение мы заменили на «пускаются в крайности»? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Кто держит, у того примут ответ.
Приняли? Отлично. Итак, правильный ответ на вопрос номер 16. Ну, полные стриптизерши, они, как и не очень полные стриптизерши, танцуют, вероятно, сам я не видел, конечно, о шеста, который можно назвать палкой. Так вот, полные стриптизерши иногда перегибают палку. Правильный ответ. Ответ с жира бесится, причем было вообще неправильный ответ. Так. Вопрос, ну да, кстати, автор 16-го вопроса находится среди ласточек. Если он вам понравился, поаплодируйте ему. Спасибо. Вопрос номер 17. Сегодня мы встретились в театре оперы и балета. Поэтому уместно поговорить про арии. Ария Лючии де Ламермур считалась невозможной для исполнения при жизни ее создателя, композитора Гаэтано Доницетти. Сегодня же ее пытаются исполнить многие певцы, особенно обладающие широким диапазоном. Правда, не саму арию, а сочетание с другой песней. Многие из них при этом еще и надевают один очень экстравагантный костюм. Внимание, вопрос, какого цвета этот костюм? Осталось 10 секунд. Время. Пишем, сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Так, ну давайте послушаем, может это у нас на какие-то мысли наведет. Достаточно, я думаю. Нет? Ну, достаточно. Значит, правильный ответ на этот вопрос Голубова. Это ария вот этой Ключи в сочетании с песней «Танец Дивы». Это ария Дивы Бала Куманы из 5-го элемента. Да. Сильный тоже зачетник, говорит игровой журнал. У нас присоединяются аплодисменты. Ну, значит, вопрос номер 18. Напоминаем, что сегодня игра проходит в театре оперы и балета. Как пишет в своем живом журнале сатирик Михаил Задорнов, Сальвадор Дали постоянно падал в обморок. Ему это нравилось, потому что об этом потом писали в газетах. А научила его подобным нехитрым пиар-приемчикам
его русская жена, называвшая подобные поступки своего мужа такими концертами. Какими? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Пишем, то есть все, кто хотели, они сдали. Всех успели собрать, даже сдали перевод. Правильный ответ. Не зря упоминалось в вопросе русская жена. Жену, как известно, звали Гала. Так это называлось гала-концерты. Правильный ответ — гала-концерты. Вопрос номер 19. Это может оказаться одной из 3 небольших российских рек. Может исчезнувшей французской автомобильной фирмой, может уменьшительной формой устаревшего женского имени, но чаще всего это модуль идентификации подписчика. Полноразмерная это с кредитную карточку, но все время уменьшается. Стал мини, микро и даже назовите, до чего это доросло. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Пишем и сдаем ответы. Правильный ответ на 19-й вопрос – это слово «нано». Симка, ну вот это название есть таких рек, автофирма была, а Сим это, прости господи, мой английский, subscribe identification модуль, что ли, дословно модуль
идентификации подписчика. Этот вопрос посвящен нашему спонсору Ростелекому, и за него одна из команд получит специальный приз. Критерии мы огласим позже. Итак, вопрос номер 20, у нас опять раздаточный материал. Так, у нас опять обижают левую от меня сторону, туда, пожалуйста, быстрее, и отдайте им всем бланки, все, которые есть. Так, здесь все? Все. Так. Настя, вот сзади тебя справа, всем, да, все. Итак, вопрос номер 20. Прочитайте внимательно интернет-мем. Можно даже вслух. И восстановите слово на ценнике, которое мы от вас закрыли. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Кто успел, тот успел. Так, вот еще команда, она успела тоже, да. Итак, правильный ответ на этот, в общем-то, несложный вопрос. Достаточно было вспомнить классику, именно Лермонтова. Правильный ответ – немытая. А у нас еще одна раздача. Начните, пожалуйста, вот с тех команд, а то им сегодня доносят и не доносят. Так, ну не все туда ушли, я надеюсь, да? Да, спасибо. Хороший вариант ответа — единая морковь, но нет. Значит, вопрос номер 21. У всех есть. На этой карикатуре мы закрыли от вас одного персонажа, одетого в черное, и знаменитую фразу, которую тот произносит. Правда, относительно всем известной в закрытой фразе заменена одна буква или, если угодно, один звук. Напишите, что получилось в итоге. Время.
Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Так. Так, вот дальняя команда, заберите мне, пожалуйста. Итак, правильный ответ на этот вопрос, но это многократно по-разному интерпретированная известная фраза, и картинки разные под нее подбирают. Так вот, предполагается, что закрыт Дарт Вейдер, и он говорит: «Лук, я твой отец». Звездные войны, это, по-моему, это не для всех объективная реальность, данная моему ощущению, но это хороший взрослый вопрос, по-моему. Итак, вопрос номер 22. По подсчетам зоологов, оно весит в среднем примерно 455 грамм. Судя по описаниям историков, человек, носивший прозвище «Оно», весил как минимум в 200 раз больше, и еще примерно 40-50 килограммов составляли доспехи. Назовите имя этого человека. Время. Давно осталось 10 секунд. Не осталось 10 секунд. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот там вдалеке целых 2 руки у одного человека. А здесь 2 руки от команды. Так. Правильный ответ на вопрос номер 22. Это Ричард. Имеется в виду Ричард «Львиное сердце», известный исторический персонаж. «Львиное сердце» вот 455 грамм в среднем. Он был больше, но сердце у него было меньше, конечно. Итак. Вопрос номер 23. А у нас раздача есть, да? Раздача. Раздаю.
Так, у всех есть? Никого нету. Так. Ну, отлично. Итак, по данным японских ученых, из-за этого из полуторачасового фильма зритель теряет примерно 9 минут. Но так как этот процесс хорошо скоординирован, то человек бессознательно выбирает моменты так, чтобы свести потери важной информации к минимуму. Даже разглядывая эту раздачу, вы, не замечая этого, уже потеряли не меньше секунды. Внимание, вопрос. Из-за чего? Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Так. Правильный ответ на вопрос номер 23 – это потеря времени происходит из-за моргания. Ну, то есть примерно 5 лет жизни мы проводим с закрытыми глазами, сами не замечая этого, да? Итак, вопрос номер 24. Это последний вопрос. И что будет после него, я скажу только перед ответом. Ну, раз мы сегодня, игра проходит у нас в театре оперы и балета, то давайте прозвучит еще одна композиция. Я думаю, достаточно прекрасный звук. Итак, забавно, но вы только что прослушали ее. Возможно, для кого-то этот вопрос тоже станет ею. Назовите ее 2 словами. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Итак, правильный ответ на вопрос номер 24 – это не подсадная утка. У нас в зале нет подсадных уток. Это лебединая песня. Как не парадоксально, вопреки всяким романтическим представлениям, лебединая песня именно такая. Но, значит, уважаемые команды, сейчас произойдет вот что. У нас будут подведены предварительные итоги. После этого будут оглашены результаты. По положению о турнире у нас в случае равенства баллов у команд, претендующих на призовые места, считается не рейтинг, а проводится перестрелка из 3 дополнительных вопросов. И только если эта перестрелка из 3 дополнительных вопросов не выявит победителя, тогда, ну или призеров, тогда считается рейтинг. Всех остальных я прошу оставаться на своих местах. Сейчас нас ждет завершающая ария, но на этом наш вечер не закончится. Елена Белова, солистка театра оперы и балета.
Итак, мы объявляем результаты. Потом мы просим команды очень быстро, наверное, мы попросим сделать вот что. Команды из первой десятки, да, чтобы не затягивать время, если у команд из первой десятки есть какие-то возражения на озвученные результаты, или они хотят проапеллировать что-то, ну, для апелляции всех, кто хочет проапеллировать, у вас будет буквально 3-5 минут. Хорошо, чтобы мы не затягивали переход к награждению и прочим. По нашим пока предварительным данным, за первое-третье место будет перестрелка, но, как знать, может быть, сейчас эта ситуация изменится. Итак, результаты. Уважаемые участники, результаты после 24 вопросов предварительные. 6 правильных ответов у команды Дозор Shadow Knight, 9 у команды Крабикум, 10 у команды ВЛ-12, 10 у Солянки, 10 по 10 у молодежного парламента, команды Мысли вслух, Друзья 2, сборная Воткинская Сарапула. По 11 правильных ответов команды Дозор ТНО, команда Александра Уткина, Ишпарта и Дюна. По 12 у команд Пенсионеры, Знатоки Белкама, ОЛМН, Найди, ТСД Новый регион, Сатисфакция, Воришки, Меда. По 13 правильных ответов команды Свободная касса, Островок, Первый раз, Вектор, Алгоритм Пинк Флойда, П-регион 1 и П-регион 2. И хватит. По 14 у команд Друзья капитана Анны Перевозчикова, 35-51 и все. По 15 правильных ответов у команд Эврика, Лыбаки и Лыбки, Натус Винцеры, Параллелепипед, Техновек, Огонь, Прости, Прощай, Блинком. По 16 правильных ответов набрали команды Крылья, Мимо проходили, Затак и все. По 17 правильных ответов у команд Тупо молчим, ЯУ ПРТ, Ростелеком Удмуртия, Тревожные мысли, Журфакт. 18 правильных ответов у команды ТИМ. По 19 правильных ответов у команды Под крылом, команды Пиком, команды Купания красного полусладкого и команды 6 класс. По 20 правильных ответов у команд 60 секунд, капитан Рустем Юсупов, команда Мачу Пикчу Илья Зимин, команда НПО Компьютер Андрей Поткин и команда Хабану с Папом Дмитрий Стрелков. Уважаемые участники, помашите, пожалуйста, ровно одной рукой от команды, если у вас что-то не сошлось в результатах. Так, есть такая команда. Значит, помашите, пожалуйста, две команды. Помашите, пожалуйста, ровно одной рукой от команды, а 3 команды. Хорошо. Значит, по одному игроку этих команд можете сейчас подходить сюда, к судейскому столику, выяснять, в чем проблема. Помашите, пожалуйста, рукой те команды, которые, несмотря на скайп дестапелляционного жюри, все-таки хотят на что-нибудь написать апелляцию во втором туре. Так, одна такая команда, соответственно, эта команда пока занимается написанием апелляции. Я так понимаю, что она в любом случае у нас не будет участвовать в перестрелке. Так, ну, соответственно, пока мы выясняем все спорные моменты. Пока выясняются спорные моменты, я вас немножко поразвлекаю рассказом о том, где в Ижевске можно заняться интеллектуальным досугом в обществе приличных людей. Значит, у Ижевского клуба интеллектуальных игр есть постоянная площадка. Находится она в Восточноевропейском университете, 212 аудитория, это актовый зал, ну, конференц-зал. По воскресеньям, как правило, в 3 часа 15:00 мы там собираемся и играем различные вопросы различных синхронных всероссийских турниров. Вопросы более высокого уровня сложности, чем звучали сегодня, но тем не менее, мне кажется, это все равно интересно. Не далее, как завтра в 3 часа мы будем играть в Кубок городов. Это большой турнир, который проходит сразу на нескольких площадках, очень популярный. Вопросы разного уровня сложности, но это очень интересно. Приходите, это занятия, тренировки абсолютно открытые, нет никаких ни членских взносов, никаких ни клятв, ничего мы с вас не берем, просто приходите, играйте, нам будет приятно. Информационной площадкой Ижевского клуба интеллектуальных игр является живой журнал. Я не помню его название, дословно, но он очень легко ищется в поиске. ЧГК Ижевск, да, ну вот ЧГК Ижевск. Ну, в поиске набираете живой журнал ЧГК Ижевск и все вам даст. Вот. Более того, 21 апреля в этом году состоится 6-й чемпионат Ижевска по своей игре. По спортивной своей игре. Это, опять же, турнир
аналог известной телевизионной передачи, там играют индивидуально, но он проходит по спортивным правилам, но они не сильно отличаются от тех, которые вы видите на телевизоре. Вопросы примерно такие же, темы такие же, просто играются вопросы подряд, и, в общем, можно проявить себя. Чтобы принять участие в этом турнире, опять же, надо найти на живом журнале нашу страничку, там есть отдельный пост про мероприятие клуба, и можно там найти форму регистрации, то есть никуда звонить вам не надо, вы просто найдете эту форму, заполните ее и можете принять участие, вас зарегистрируют. Пока зарегистрировалось, по-моему, 35 человек, но мы готовы к любому количеству. Мы, если что, устроим там предварительные отборочные процедуры. Так, что вам еще интересно рассказать? У нас, да, я расскажу немножко сейчас, будет кровавое зрелище «Перестрелка». После него мы приступим к ограждению. По возможности, я понимаю, кто-то хочет успеть на тотальный диктант сытым, кто-то хочет еще какие-то дела важные, неотложные. Но я все-таки рекомендую вам задержаться. У нас есть несколько разнообразных призов. Более того, у нас будут так или иначе награждены все команды первой десятки. Ну и вдруг так может так случиться, что именно вы дали лучший неправильный ответ, вы уйдете, а мы ваш приз присвоим. Это будет нехорошо. Ни вам, ни нам. Так, у нас готовы ли? Да, что такое перестрелка? Никаких пистолетов, конечно, спасибо. А у нас будут дополнительные 3 вопроса для команд, которые претендуют на призовые места. Играть будем как в футболе, пенальти, да? Если вопрос из 4 команд, вот пока у нас претендует, берет одна команда, она занимает первое место, остальные стреляются там за второе, третье. Если из 3, допустим, выбывает одна еще, да, то она занимает 4 место. Мы играем так 3 вопроса. Если эти 3 вопроса нам не обеспечат распределение мест, мы смотрим по рейтингу. Рейтинг — это такая величина сложности вопросов, которая позволяет объективно отделить команды, которые брали более сложные вопросы, от тех, которые брали более легкие. Кому нужны будут подробности, я с удовольствием объясню. А сейчас мы готовы, да, объявить? Итак, уважаемые участники, в перестрелке участвуют 4 команды. Это команды. Команда 60 секунд. Капитан Рустем Юсупов, машите, пожалуйста, ручками, страна должна знать своих героев. Команда Мачу-Пикчу, капитан Илья Зимин. Команда НТУ Компьютер, капитан Рафаэль Низатуллин. И команда Хагаму с папом, капитан Дмитрий Стрелков. Итак, напоминаю, что перестрелка состоит из 3 вопросов. Если хотя бы одна команда отвечает правильно на вопрос, то те команды, которые неправильно отвечают на вопрос, соответственно, вылетают из дальнейшей перестрелки. Вот. Ну и после 3 вопросов судьбу этих команд будет решать рейтинг. Уважаемые команды, участвующие в перестрелке, мы играем по тем же правилам. Рядом с каждым из вас находится ласточка, то есть вам никуда бежать не надо, она контролирует правильность игры. Я думаю, бланк для ответа вы можете изготовить из каких-нибудь подручных материалов типа раздатки. Все, отлично. Так, итак, приступаем. Первый вопрос перестрелки. На вооружении личной охраны Лаврентия Берии находились не только автоматы, но и ручной пулемет. Из-за того, что маршалу периодически приходилось ездить в открытых машинах, охрану называли Бериевским им. Какое слово мы заменили местоимением «им»? Время.
Осталось 10 секунд. Время. Пишем, сдаем ответы. Сдаем быстрее, потому что... Раз, два, три, 4, 5. Первый вопрос перестрелки не принес правильных ответов. Продолжаем в том же составе правильно. Ну, конечно, скажу, ну что ты, Ну, в чем дело? Даже по тем временам ездить в открытых машинах с оружием на показ было как-то, ну, неполиткорректно, скажем так. Эти оружия, автоматы прятались в скрипичные футляры, а пулемет прятали в контрабас. Называлось это пионерский оркестр. Вопрос перестрелки номер 2. На сайте, посвященном одному из весенних праздников, хозяйке, желающей соригинальничать, предлагается оно, так как на нем можно нарисовать целую картину. Правда, готовить его придется около часа. Назовите его 2 словами. Время. Осталось 10 секунд. Время. Пишем, сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6. Так, у нас определилась тройка победителей, но пока не определилось в каком порядке. Правильный ответ — это страусиное яйцо. Команде Machu Picchu мои соболезнования. 4-е место — это тоже хорошо. Уважаемые участники, 3-й вопрос перестрелки. Финально мы, к счастью, избавились от необходимости решать судьбу мест посредством игры камень, ножницы, бумага, как это заявлено в регламенте, если у нас будет 2 команды с одинаковым рейтингом, потому что Machu Picchu делили по рейтингу места с командой по компьютеру. 3-й вопрос перестрелки. Футбольные болельщики нередко бросают на поле посторонние предметы, чтобы прервать не устраивающий их ход матча. По схожей причине игрокам и судьям пришлось покинуть поле во время футбольного матча в испанском городе Фуэнте. Внимание, вопрос. Какое мероприятие должно было пройти на стадионе на следующий день после матча? Время.
Осталось 10 секунд. Время. Пишем и сдаем ответы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Хорошо. Ну что, только одна команда дала правильный ответ. У оставшихся второе и третье место распределяется по рейтингу. Но по радостному возгласу мы сейчас узнаем, кто у нас победитель. Правильный ответ на третий вопрос перестрелки – это Кальбита. Так, но пока команда со сложным для моего произношения названием обнимается и радуется, мы переходим к процедуре награждения остальных команд. И итак, первая команда, которую мы хотим наградить, это команда, давшая лучший, по нашему мнению, ответ. Это команда на... Так, мне помогут, да? Значит, это ответ на вопрос многих взволновавших про полных стриптизерш, что полные стриптизерши, они уложились в форму, с жиру бесятся. Команда, как называется у нас? Вектор, да? Команда Вектор есть такая? У нас специальный диплом для вас и призы. Приходите. Подходите все, у нас здесь тоже увековечен, конечно. Не надо стесняться хороших ответов, пусть они неправильные. Итак, мы теперь вручаем приз за лучшую корпоративную команду. Ну, в связи с тем, что у нас много корпоративных команд, но только одна из них не постеснялась открыто и гордо заявить этом и хранит корпоративный дух не только в своем сердце, но и во внешнем облике. Мы хотим наградить команду Сбербанка. Свободная касса, насколько я помню, называется. Нет? Проходите, не стесняйтесь, приз от компании Hunter получается и годовая подписка на журнал «Сильные кадры». Просим. Мы переходим теперь к награждению команды. Приз называется «Лучшая гостевая команда». У нас чемпионат Ижевска, но он открытый. Мы рады всем участникам.
И поэтому мы решили установить специальный приз для этой команды. Причем это такой приз, как бы приглашение. Можно? Мы приглашаем сюда команду Сарапульского электрогенераторного завода. Она показала лучший результат среди всех гостевых команд. Ей вручаются 6 билетов на концерт Олега Митяева, который состоится в следующее воскресенье в ДК «Металлург». Эти билеты нам предоставлены компанией «План Б». Ну и этой компании всем нам хочется, чтобы эти замечательные люди еще раз приехали в Ижевск. Я думаю, они найдут время и возможность. Спасибо большое. Также вручается подарочный сертификат на подписку на журнал «Сильные кадры». «Сильные кадры» — это такое вечернее приложение в будущее, которое журналу будет. Но пока его нет. Итак, переходим к награждению призеров, да? Второе и третье место. Сейчас, секунду. Итак, мы награждаем команду, занявшую третье место. По рейтингу у нас распределились вторые и третье места. И вот бронзовым призером нашего сегодняшнего турнира стала команда 60 секунд, капитан Рустем Юсупов. Просим всю команду сюда. Цифровые рамки, как я понимаю, они получают и смогут запечатлеть себя. Молодцы, благодарим. Далеко не уходите, там еще будут небольшие пряники, ну или капитана хотя бы оставьте. Диплом за второе место награждается команда, я бы сказал, из ветеранов Ижевского «Что где когда». Они, по-моему, более 8 лет не играли просто, но тем не менее класс и опыт никуда не делся. Это команда МПО «Компьютер». Рафаэль Бесогорин, капитан, Раиса Костыль. Электронные книги им вручаются. Они и так умные, а теперь еще и начитанные будут совсем. Все, спасибо, война закончена, все свободны. Так. Да. Итак, а теперь мы награждаем победителей. Команда Хабинус Папом, капитан Дмитрий Стрелков. Просим чемпионы и победители нашего сегодняшнего турнира, обладатели заветных радиоуправляемых вертолетов. Сегодня играли Дмитрий Стрелков, Анна Головина, Владимир Головин, Дмитрий Кузьминых, Станислав Тарасов, Дмитрий Стрелков и Денис Стерхов. Замечательной команде, чтобы она чувствовала бремя славы, вручается также вот это замечательное архитектурное излишество.
которое является переходящим, поэтому в следующем году, даст Бог, если мы будем, все желающие могут побороться за право вот также поддержать ее высоко над головой или в груди прижать, как хотите. Более того, на этом призе для этой команды не закончено. Один из ее участников пойдет в интересное место, но об этом расскажет представитель компании «Рот», который предоставил этот приз. Всем добрый день. Сегодня состоялась очень интересная игра. Есть проигравшие, есть победители. Ну, конечно, школа-менеджер просто хотел поздравить команду победителей. Вы молодцы, действительно, среди всех отличились. Мне нужно, чтобы вручить приз, чтобы вы выбрали лучшего игрока. Школа-менеджер Рок, мы хотим вам вручить подарочный сертификат, который дает право в размере 10 000 рублей, который дает право пройти обучение совместно со школой-менеджером Рок. Там подробнее написано, как вы сможете воспользоваться. А также, пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих 17 апреля на тренинг Максима Поташкова. Он впервые приезжает в Ижевск, но немножко в другой роли, в роли ведущего тренинга. Тренинг называется «Команда образования в бизнесе» на основе игры «Что, где, когда». Подробную информацию вы можете узнать на нашем сайте школа-менеджеров Рот, а также обратившись в каналы Сильной Кадры. Еще раз поздравляю команду. Так, мы победителей пока отпускаем, но это еще не все. Всегда хочется отметить команды, которые не претендовали, может быть, на какие-то призовые места, первые, там, десятые, но боролись и играли. Вот, насколько вы помните, у нас был специальный вопрос, посвященный нашему спонсору связистам. И мы решили наградить команду, которая взяла этот вопрос, но в итоговой турнирной таблице оказалась самой последней. Ничего страшного, в другой раз сыграете лучше, а приз команда Дозор Shadow Knight получает уже сейчас. Просим команду. Она не будет, а один. Эту команду надо пригласить, призы вручим, а команда еще с ответными дарами. Shadow Knight просим. Ну, перед тем, как совершенно уже окончательно с вами распрощаться и отпустить к еде, детям, женам и тотальным диктантам, я хочу вот что сказать. Во-первых, мы просим вас сдать бланки вот с нашей анкетой небольшой, которую мы раздали, да, отзыв небольшой, там, вопросы. Кто дождется и подпишет свои анкеты, какая вы команда, среди них мы еще небольшой приз разыграем методом случайного жребия. У нас есть невинные младенцы, которые вытащат из пачки ваш бланк, и вы можете получить приз. А вот команда «Дозор», которая очень заинтересовалась проходящим здесь и вообще намерена, как я понимаю, сотрудничать с нами, хочет вручить свои специальные призы. Это сертификаты на бесплатное участие в игре для первой тройки команд и сертификаты на скидку 50% для участия в этой игре для команд с первой десятки, то есть с 7 по 10. Я думаю, мы можем огласить эти места с 7 по 10, с 3 по 10, с 4 по 10 мы можем огласить? Пока победители, подходите, пожалуйста, вам вручат, а может быть вручат. И если есть какие-то вопросы по этой игре, вот Стас готов на них ответить, вот здесь он будет сидеть недалеко, а он сам скажет о себе. Добрый вечер, я рад, что все здесь сегодня собрались. Хочу спросить, вам понравилась игра «Что, никогда»? Всем понравилось? Поаплодируйте, кому понравилось, пожалуйста.
Позвольте вам пообещать, что вот все, кому понравилась сегодняшняя игра, также понравится игра «Дозор». Честно. Потому что мы там тоже разгадываем загадки, но после загадок мы еще занимаемся тем, чем люди занимаются в зорнице. То есть ползают, лазят, ищут коды в местах города. Каждая игра так же индивидуальна, как сегодняшняя игра. То есть каждый раз новые интересные загадки, новые интересные места, возможность бывать где-то в городе. После работы собраться с друзьями и отдохнуть. Игры проходят раз в 2 недели, у нас на сайте все есть, через Яндекс мы легко ищемся. Приходите, мы вас ждем, даже те, кто не научились сертификат. Все остальные, кто с 1 по 10 место, подходите, я вам сейчас все вручу. Ну, в общем, кому хочется военно-спортивного варианта игры, что где когда, обращайтесь. Ну что, на этом я хочу поблагодарить вас, что вы пришли, что вы были живые, эмоциональные, и что у нас все получилось так, как мы хотели. Играйте в интеллектуальные игры, спасибо вам, всего доброго. Анкеты не забудьте сдать анкеты. Раз, два, три. По многочисленным просьбам телезрителей. Места? Так, места? С какого? С 15-го, с 10-го? Окей. Значит, соответственно, с 15 место, 16 правильными ответами. Единственная команда, которая по рейтингу туда попала, команда мимо проходили, Олег Васильев. 14 17 правильных ответов, 266. Взрослый Common Bulls, Андрей Шперлик. 13 команда Журфак, Владимир Байметов, 279 рейтинг. 12 место команда Купа Молчей, капитан Даниил Манько, рейтинг 291. 11 место команда Тревожные мысли, капитан Ильяс Валидов. 17 правильными ответами в десятку попала команда ЯУПРТ, команда Алексей Девятов, капитан, рейтинг 311. 9 место. 18 правильных ответов, рейтинг 301, команда ТИМ, капитан Анастасия Караваева. 8 место с 19 правильными ответами, худшим рейтингом команда 6 класс, капитан Михаил Мацачев. 8 место у команды Пиков, капитан Тимур Гарипов. 7 место у команды Купания Красного Полусладкого, капитан Артем Пермяков. 6 место у Купания Красного Полусладкого. 5 место заняла команда Бог Крылов, капитан Анна Мельчикова, команда Саратовского электрогенераторного завода. 4 место у команды Мачу Пикчу по результатам перестрелки. 3 у команды 60 секунд, капитан Рустем Юсупов. 2 у команды по компьютер, капитан Рафаэль Гизатуллин. 1 у команды Хадам Успал, капитан Дмитрий Стрелков.
Господин Петрович, позвольте передать вам микрофон для того, чтобы представлять оставшиеся премии. Так, кто у нас владелец? Вот. Так. Вот абсолютно чистая, перемешающая процедура изъятия. Выбери какой-нибудь листочек из этих вот. Я как зовут? Катя, хорошее имя, мне нравится. Так, и команда подписавшаяся. Так, значит, следующий. Точно. Ну, не надо. Как вы называетесь? Команда Крабикум получает такую специальную штуку, которая называется подставка под iPad, чтобы он не падал, не заваливался. Вот. Вот, но у нас их только две, значит, капитану и самому красивому в команде. Да. Все, спасибо вам всем еще раз, все мы отдали, все, что мы любим, теперь нам хорошо.